Поменять законодательство, использовать новые технологии – все это о казначействе, которое заработало в полном объеме в республике в начале 2017 года. Ведомство занимается контролем за своевременным поступлением средств на бюджетные счета и их целевым расходованием. Какие результаты достигнуты и как эта реформа скажется на жизни граждан, поговорим в сегодняшней программе с руководителем казначейства Джансухом Нанба. Смотрите в программе, в чем преимущество казначейской системы и как осуществляется доступ клиентов к единой базе. Все поступления и расходование бюджетных средств осуществляются с единых счетов. Отдельно поговорим о коллективе ведомства. Средний возраст сотрудников – 25 лет. Специфика нашей работы, а именно работа в прикладном программном обеспечении, требует определенных навыков и знаний работы с компьютером, что в свою очередь легче и больше доступно молодому поколению. Проблемы на нынешнем этапе, как они преодолеваются, а также с какими видами нарушений со стороны финотделов организаций сталкивается казначейство чаще всего. В случае, если мы видим, что планируемый расход не соответствует тем или иным требованиям нашего законодательства, платеж останавливается. Чем гордится руководитель казначейства и какие задачи сегодня стоят перед ведомством? В первую очередь я горжусь своими сотрудниками, достигнутыми результатами, и хотелось бы дальнейшего развития в нашей работе. В нашем управлении установлена система контроля управления доступом, которая позволяет фиксировать время прихода на работу всех сотрудников. Управление казначейства Министерства финансов Абхазии заработало официально с июля 2016 года. Подготовка к открытию ведомства была начата несколькими годами ранее. Общий объем затрат составил 80 миллионов рублей. Открытие казначейства стало важным событием для республики и этапом реформирования всей финансовой сферы. При существовавшей ранее банковской системе отсутствовала автоматизация счетов. Не было понятно, какие государственные средства и куда направлены, и самое главное, дошли ли они до бюджета получателя. Казначейство обладает рядом ключевых полномочий в сфере бюджетного законодательства. В частности, управление казначейства занимается открытием в Национальном банке счетов для обслуживания и кассового исполнения всей бюджетной системы нашей страны. Управление казначейства также ведет сводный реестр администраторов, получателей, распорядителей и получателей бюджетных средств. Управление казначейства ведет учет открытия и регистрацию лицевых счетов всех получателей бюджетных средств в нашей стране. То есть, по сути, мы выполняем функции государственного банка, который управляет всеми государственными финансовыми ресурсами нашей страны. А банковская система исполнения бюджета, чем отличается казначейство от этой системы? В чем роль казначейской системы? Основным отличием банковской системы исполнения бюджета от казначейской заключается в том, что при казначейской системе соблюдается принцип единства касс. То есть все поступления и расходование бюджетных средств осуществляются с единых счетов, единых казначейских счетов. А в чем преимущество новой системы? Во-первых, происходит консолидация свободных средств, денежных средств, которые государство может перенаправить на более приоритетные и наиболее необходимые решения наиболее необходимых задач. Делали какие-то предварительные оценки того, что уже сделано за год, за два? Казначейство осуществляет прием и распределение всех доходов в бюджетную систему нашей страны. Также казначейство осуществляет расходование бюджетных средств
республиканского бюджета, местных бюджетов и государственных внебюджетных фондов, что качественно улучшает работу всего государственного сектора. В частности, появляется инструмент оперативного влияния и контроля за расходованием бюджетных средств. Я приглашаю вас посетить отдел расходов и кассового обслуживания исполнения бюджета. Это основной отдел. Это самый большой отдел. Прошу. Здравствуйте. В этом отделе идет непосредственно работа с клиентами. То есть все расходы, которые осуществляет то или иное бюджетное учреждение, проходят через нас. Для того, чтобы специалист управления казначейства начал процесс санкционирования расходов, ему должны быть предоставлены соответствующие документы. Речь идет о расчетных документах, платежных документах и документах оправдательных. Документы, которые позволят нам убедиться в том, что тот или иной бюджетный расход правомерен. После прохождения всех процедур согласования документ отправляется по маршруту на следующий этап в операционный отдел, где, соответственно, платежные поручения формируются в отдельные рейсы и отправляются уже в систему АРМ-банка для непосредственной отправки в банк. Вы говорили, проверяют на правомерность. А часто ли бывают случаи, когда завышают какую-то стоимость и так далее? Вот такие факты. Безусловно, одной из наших функций является определение целевого расходования бюджетных средств. В случае, если мы видим, что планируемый расход не соответствует тем или иным требованиям нашего законодательства или в той или иной части нарушает какие-либо правила, регламентирующие процесс расходования бюджетных средств, платеж останавливается и возвращается клиенту для доработки. Перед началом работы казначейской системы был запущен пилотный проект. Тестирован он был успешно. И только после этого начался процесс постепенного перевода государственных организаций на новую систему. Но, несмотря на это, на первом этапе пришлось преодолевать и некоторые трудности. Не все организации и учреждения были обеспечены необходимой офисной техникой и возможностью выхода в интернет. Все эти проблемы пришлось преодолевать параллельно. Сейчас эти трудности преодолены. На начальном этапе мы столкнулись с различными трудностями. Здесь можно сказать о слабом материально-техническом оснащении наших бюджетных организаций. То есть не у всех организаций была офисная техника, персональные компьютеры, техника для сканирования документов. Ну и были организации, у которых даже отсутствовал выход в интернет. Что, как мы с вами понимаем, в 21 веке говорит о абсолютно неэффективной работе. Появление нашей системы, казначейской системы, повысило эффективность взаимодействия. В данной системе мы используем новые технологии, информационные технологии, в частности, все сотрудники казначейства и все клиенты, которые обслуживаются у нас, работают в прикладном программном обеспечении. То есть у нас существует связь как с нашими коллегами в территориальных отделениях, а вы знаете, что во всех районах нашей страны, кроме Сухумского района и города Сухум, который обслуживается в центральном офисе, существует территориальное отделение. Плюс со всеми клиентами у нас существует связь, которая позволяет нам в реальном времени обмениваться важной информацией. А на примере можете нам показать? Так, Как это выглядит вообще? Мы можем открыть состояние счета нашего клиента. Есть персональный доступ к базе данных в нашей системе. Значит, в программе они могут в любое время, открыв свой аккаунт, отслеживать состояние своего счета, то есть бюджетные данные, запланированные в бюджетной смете. Также они могут наблюдать
движение по лицевому счету, то есть расходные операции, которые проходили. Расходные операции могут наблюдать в разрезе подстатей бюджетной классификации. Ну и непосредственно у них есть возможность просматривать все оправдательные документы, которые прикреплялись к платежному поручению. А для финотделов это упростило работу, можно сказать? Для всех. Но если брать в комплексе государства, то насколько это удобно для государства? В целом, если мы говорим о преимуществах и достоинствах этой системы для государства, в первую очередь это оперативная информация о состоянии финансов государства. Обладая информацией о том, что у нас с вами есть, мы можем принимать определенные решения, которые позволят нам достичь наилучших результатов. Ну и перенаправлять какие-то средства государства Безусловно, же может да, использовать да, да. свободные деньги. Безусловно, используя принцип единства кассы и используя принцип единства казначейских счетов, мы можем соответствующим образом, да, утвержденным образом, который в соответствующем порядке, утвержденным законодательством, осуществлять переброску, так называемую, средств на те или иные цели. У казначейства есть 6 территориальных подразделений в районах Абхазии. В структуру входят 5 отделов – операционной работы и ведения реестров, бюджетного учета и отчетности по операциям бюджета, доходов, расходов и кассового обслуживания исполнения бюджета, информационных технологий. Целостную работу ведомства обеспечивают 6 территориальных отделений в районах Абхазии. Общее количество штатов 50, из них 30 сотрудников центрального аппарата. О конкурсе, который был при открытии казначейства, люди, которые работают сейчас, это те, кто прошел конкурсный отбор. Какие были требования к тем, кто будет работать в казначействе? Кадровому вопросу мы уделили очень большое внимание. Вы помните, это освещалось и в средствах массовой информации. Мы проводили различные мероприятия по подготовке кандидатов. Эти мероприятия были разделены на этапы. Этапы завершались у нас итоговыми экзаменационными тестами, которые позволяли нам определить, да, уровень теоретических знаний того или иного кандидата. В результате конкурса были отобраны наиболее подходящие кандидаты для работы в управлении казначейством. Особенность кадрового вопроса заключалась в том, что людей с опытом работы в данной системе в нашей стране на тот момент не было. Соответственно, нам приходилось начинать все с нуля, обучать и самим обучаться, и специалистов будущих обучать всему, что вот сегодня происходит даже в этом отделе. Я смотрю, молодежь работает. Специфика нашей работы, а именно работа в прикладном программном обеспечении, требует определенных навыков и знаний работы с компьютером, что в свою очередь легче и больше доступно молодому поколению. Наверное, поэтому этим и объясняется достаточно молодой коллектив, который сформировался в управлении. Средний возраст какой сотрудников? Средний возраст сотрудников 25 лет. Достаточно. На мой взгляд, это именно тот возраст, когда специалистам наиболее интересно познавать что-то новое, прикладывать максимум усилий для того, чтобы результат их труда был очевиден. А сколько человек не прошли конкурс? Кандидатов на работу в управлении казначейства было порядка 80 человек. Из них прошли только порядка 40 человек. Все остальные остаются в нашем резерве, так называемом кадровом резерве, к которому мы прибегаем в случае появления вакансий. На казначейское обслуживание уже переведены все 409 бюджетных организаций республики, в том числе 164 получателей бюджетных средств республиканского бюджета.
231 местных бюджетов и 14 государственных внебюджетных фондов. Еще в августе 2016 года был завершен процесс перевода на казначейское исполнение бюджета всех 7 районов Абхазии. При этом налажена работа по эффективному взаимодействию в части кассового исполнения бюджета с местными органами госуправления. Мы говорили о том, с какими проблемами казначейство столкнулось на первом этапе. Сейчас наверняка есть тоже какие-то проблемы в работе. Вот какие именно? Безусловно, проблемы в работе появляются очень часто, но плюс заключается в том, что нам удается их очень оперативно и эффективно решать. Проблемы на этапе становления нашей системы заключались в таких вопросах, как материально-техническое оснащение наших клиентов, низкая финансовая дисциплина. Очень часто проходили операции с бюджетными средствами с нарушением действующего законодательства. Сейчас, учитывая, что все расходные операции проходят через нашу систему, такой возможности у клиентов нет. Какие нарушения, вот вы говорите нарушения, что именно? Самыми частыми нарушениями были нарушения в плане в сфере бюджетного учета, то есть бухгалтерский учет в бюджетных организациях. Когда бюджетная смета нарушалась в части нецелевого расходования денежных средств, то есть деньги были запланированы по одной статье бюджетной классификации, а расходовались на совсем иные. А вот в работе с местными органами, ведь когда открывалось казначейство, некоторое недовольство со стороны местных органов было. На самом деле компетентные лица, то есть руководители районных администраций, зная наше бюджетное законодательство, они понимали, что казначейское исполнение бюджета ни в чем их не ограничивает в плане распоряжения средствами местного бюджета, так как это у нас четко прописано в бюджетном законодательстве. Возникали вопросы технического характера, наподобие представления оправдательных документов и так далее. То есть не все бухгалтера изначально понимали, почему они должны принести те или иные документы, необходимые для проведения расхода. Но активная работа с нашими клиентами, которая, кстати, началась задолго до перехода на казначейское исполнение бюджета, а именно около года мы проводили различные конференции, семинары, совещания с участием и экспертов извне, с участием наших российских коллег, с участием экспертов и специалистов в сфере государственных финансов в нашей стране. Все это позволило достаточно безболезненно перейти на совершенно новую форму исполнения государственного бюджета. Казначейство положительно скажется не только на работе органов госуправления, оно также подстегнет и развитие частного предпринимательства. К примеру, вот этот магазин напрямую не связан с казначейством, но его клиентами и покупателями могут быть и госучреждения. Реальный сектор экономики тоже, в частности, имеет отношение к нашей системе, так как большинство, да, практически все получатели бюджетных средств, наши клиенты, в той или иной степени сотрудничают с коммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями и так далее. Теперь, заключая договорные отношения с получателями бюджетных средств, им необходимо правильно и своевременно оформлять документы, которые они должны в силу нашего действующего законодательства оформлять, предоставлять. Что раньше не всегда практиковалось. Наша система позволяет нам в разы повысить финансовую дисциплину не только в бюджетных организациях, но и в целом во всей экономике нашей страны. Реформа, которая позволила перейти на казначейскую систему исполнения бюджета, была начата еще в 2013 году. Тогда были приняты новые законы, подзаконные акты и целый ряд инструкций.
Чтобы казначейство заработало, необходимо было внести изменения в законодательство. Расскажите, какие конкретно законы были приняты для этого? Работа по созданию, вообще по реформе, которая заключалась в том, чтобы перевести бюджетную систему нашей страны на казначейскую систему исполнения, началась еще в 2013 году. В 2014 году был принят новый закон об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия, который регламентировал всю деятельность, связанную с казначейской системой. Наряду с этим законом был принят также не менее важный закон о бюджетной классификации в нашей стране. Два вот этих основных закона являются, так скажем, фундаментом бюджетного законодательства нашей страны. Работа продолжалась на протяжении нескольких лет. Были разработаны различные подзаконные акты, инструкции, правила. Немного про новые технологии, которые используются в работе казначейства, вы рассказали, а еще подробнее хотелось бы услышать от вас. Мы, наверное, одни из немногих в нашем государстве, я говорю про государственный сектор, которые в своей работе используют прикладное программное обеспечение. Это позволяет нам достаточно эффективно, оперативно в режиме онлайн проводить операции. Более того, в этой программе работают и все наши клиенты, которые обслуживаются у нас. Программа позволяет нам обмениваться различными документами в электронном виде, что ускоряет, да, процесс взаимодействия. К сожалению, у нас все еще отсутствует возможность обмена электронными документами с цифровой подписью, которая придавала бы им юридическую силу. Если коротко говорить о вашем отношении к работе. Ответственность, трудолюбие, усердие. А какие у вас требования к сотрудникам? Дисциплинированность, желание работать и постоянное развитие над собой. Скажите, пожалуйста, чем вы гордитесь и чего бы еще хотели достичь? В первую очередь я горжусь своими сотрудниками, достигнутыми результатами, ну и хотелось бы дальнейшего развития в нашей работе. Завершая наше интервью большое, конкретно, если говорить о пользе для граждан государства, как они могут на себе это ощутить? Я бы не разделял. Для меня интересы государства – это прежде всего интересы граждан, народа нашей страны. И то, насколько четко, правильно и эффективно будут расходоваться бюджетные средства нашей страны, деньги народа, на мой взгляд, очень важно и для благосостояния обычных граждан. Какие задачи сегодня стоят перед казначейством? Все